Такая акция в университете впервые. Добровольцы привлекли внимание студентов к проблеме бездомных животных. Многие говорят, собаку жалко, да, и при этом никто ничего делать не хочет, да. Мы не привлекаем к вас стать волонтерами там приюта, да, или взять собаку из приюта. Мы как раз говорим о том, что студенты, они могут проявить просто посильную помощь. В приюте «Друг» содержится 300 собак. Студенты организовали посильный сбор для животных. За 2 часа в помощь приюту собрали 12 коробок с едой и одеждой. Откликнулись не только студенты, но и горожане. Я принесла свои старые пальто, куртки, свитера и сухарей. И вот сейчас еще одеяло собираюсь принести. И вот 100 рублей сейчас еще положу тоже в копилочку. Хочется самой принять участие, просто не хватает времени. А вообще, как бы, надо этим заниматься. Потом еще кто, если не мы все. Волонтеры Оберега старались привлечь внимание студентов. Они организовали выставку про собак-героев, аквагрим и провели викторину. Какой вопрос вам попался в викторине? Какая средняя продолжительность жизни у собаки? Вы ответили на него? Ответила от 10 до 13 лет. Но я так поняла, что это правильный ответ. Получается 5 вопросов. На 4 из них я смог ответить. Вот, самый первый был самый сложный, к сожалению. Про белого Биму черное ухо. Да. Вот как вы думаете, где ему памятник установлен? По-моему, в Воронеже, нет? Да, вы правы, в Воронеже. А я вот не знал. Помочь приюту «Друг» может каждый неравнодушный человек. Вы можете принести еду, медикаменты, одеяло для подстилки вольеры, ошейники и поводки, ведь животные нуждаются в вашей помощи. В мае добровольцы проведут еще одну акцию. «Дай лапу, друг» выйдет на улицы Сыктывкара. Ульяна Ивакина, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.